Республика Казахстан. Много мы знаем о нашей стране. Мы знаем, что она занимает 9-е место в мире по территории. Мы знаем, что здесь несколько природно-географических зон. Мы знаем, что есть несколько часовых поясов. Но знакомо ли нам богатое историческое прошлое, которое досталось от наших предков? Как мы должны узнать его? Как оно должно стать нашим достоянием? И в этом деле, как ни странно, нам должны помочь карты. Но карты бывают разные. Есть географические карты, есть контурные карты, есть политические карты. Но в данном случае речь идет о другой карте. Это виртуальная карта культурного и исторического наследия Казахстана. Эта карта должна помочь нашим гражданам и зарубежным туристам ознакомиться с достопримечательностями Казахстана и оценить все то творческое наследие, которое оставили наши предки. Итак, виртуальная карта туристической и культурной привлекательности Казахстана. Для чего она нужна? Она нужна для того, чтобы мы, рядовые казахстанцы, а также наши зарубежные туристы, могли посетить нашу страну. И можно это сделать, не сходя с места, находясь у себя в кабинете, в квартире, на даче. Нажимаете на соответствующую кнопку, которая ведет вас на необходимый сайт. И вы можете посетить любой культурно-исторический объект Казахстана. Для этого много усилий приложили наши историки, этнографы, наши техники, наши фотографы и операторы. И благодаря им вы можете совершить виртуальное путешествие по культурным объектам нашей страны. Многие казахстанцы имеют весьма смутное представление о местонахождении того или иного памятника. Насколько карта поможет туристу добраться до необходимого места? Наша карта – это будет непосредственно навигатор. И создана именно для того, чтобы не просто облегчить логистику, а именно ее сформировать. Карта поможет любому ее пользователю, во-первых, получить четкое представление о том, где это находится. Во-вторых, как туда попасть, как себя вести, как ориентироваться, что поблизости есть, какие транспортные пути для этого существуют, где можно поесть, отдохнуть и так далее. То есть это непосредственное руководство к действию. Вы сделали несколько тысяч фотографий. Что самое трудное было при подготовке к съемкам? Прежде всего, это дорога. Дело в том, чтобы заснять на фотоаппарат уникальные места, фотографу и его команде приходилось проводить дороги по 8-9 часов. И это на самом деле полноценная экспедиция, чтобы показать всю красоту, уникальность природы, уникальность этого объекта, чтобы сделать его доступным для всех желающих, кто хочет посмотреть тур в интернет. На самом деле снаряжается целая работа. Какие объекты вам было наиболее интересны для съемок? Прежде всего, это, конечно, объемные объекты. Когда перед вами горы, уникальные ландшафты. Очень интересно это также воплотить. Именно панорамная съемка способна передать весь ландшафт в его целостности, показать вот этот весь объем воздуха вокруг. Если одновременно можно показать как горы, так и степи. И вот эти перепады, которые невозможно отобразить на плоском кадре, все это хорошо воспроизводится именно в 3D. В чем отличие съемок нынешнего года от года прошлого? В прошлом году мы снимали в основном наружные панорамы, то есть панорамы объект перед объектами. В этом году наконец-то зашли внутрь. Это сложнее, но намного интереснее. Вы снимали внутри помещения. Насколько это более сложно и что получает зритель в результате? Сложнее это для съемки и обработки, но для зрителя классно то, что он получает возможность полностью увидеть весь объект и снаружи, и внутри. То есть он сначала осмотрелся снаружи, потом просто заходит внутрь и проходит по залам, и все рассматривается. Как видим, с образованием столицы города Астаны город преобразился, и здесь построено очень много уникальных, неповторимых объектов, которые взгляд радуют, и сюда стремятся многочисленные туристы, чтобы воочию увидеть объектов исторических, таких как дом купца Кудрина, который был основан в 907 году братьями Кудринами и сейчас имеет статус памятника республиканского значения.
меня Астана – это действительно осуществленная мечта. Каждый дом, каждое здание этого города прошли через мои руки, через мой мозг. И я сейчас представляю себе и помню, была голая степь, ничего не было, ровная степь, и возник этот город. Я не перестаю восхищаться сам, не перестают восхищаться наши гости. Астана возводилась усилиями всего народа. Архитекторы, скульпторы Казахстана и различных стран мира участвовали в проектировании уникальных объектов, которые стали визитной карточкой столицы. Хан-Шатыр, Пирамида мира и согласия, Оперный театр, Бәйтерек – это узнаваемые символы Астаны. Их можно считать памятниками культуры современного Казахстана. Но давайте вернемся к виртуальной карте. Этот проект, с одной стороны, сугубо научный, с другой стороны, исключительно прикладной, потому что даст возможность в реальном действии увидеть Казахстан во всей его красоте, величии, масштабах, глубокой истории и нынешней современности. И что еще важно, мы сами сможем стать исследователями, которые могут повлиять на будущее. Ключевую роль играют региональные институции, краеведческие музеи, историко-археологические институции, общественные организации и даже личные инициативы. Вот. И в процессе работы над проектом мы учитываем это все. Наша задача свести воедино с научным, с достоверным, объективным обоснованием. Вооружившись гаджетами, современными программами и такой картой, мы сможем сами путешествовать. Это очень большая степень самостоятельности. И также мощный импульс к познанию, к познавательной деятельности, когнитивной. Мы будем исследовать, мы будем путешествовать, мы будем звать с собой друзей, знакомых, гостей. И в результате, путешествуя с ними, будем открывать сами для себя наш Казахстан. В Казахстане сотни мест, куда стремятся многочисленные паломники, в том числе и зарубежные. И мы выбрали, пожалуй, самое известное. Мы находимся в окрестностях города Исык. Здесь расположено огромное количество так называемых царских скифских курганов. И именно здесь археологическая экспедиция под руководством Кемаля Акишева нашла сакского золотого человека. И он известен стал на весь мир и стал олицетворением нашей независимости. Давайте пройдем в музей и увидим копию золотого человека. Государственный историко-культурный заповедник музей Исык был основан в 2010 году на месте обнаружения сенсационной казахстанской археологической находки, так называемого «золотого человека». Сейчас в охранную зону заповедника музея входят 80 курганов могильника Исык. В музее представлены у нас разнообразные экспонаты. Кроме копийных материалов, посетители могут ознакомиться с оригинальными артефактами, обнаруженные в погребении золотого человека непосредственно в 1970 году. Как пользоваться картой? Войдите на сайт института и откройте окошко «Карта виртуальных 3D-туров Казахстана». Перед вами окажется планета, на которую вы нажимаете. Выбираете один из 4 языков подачи информации. Затем переходите к регионам Казахстана и выбираете ту область, которая для вас интересна. Затем нажимаете на кнопку «Подробнее» и открывается перечень объектов этой области. И вы можете совершить виртуальный 3D-тур по искомому объекту. Мы сняли виртуальные туры, панорамы. Поэтому считаю, что это успешная работа, олицетворение культуры, нашего патриотизма. Это памятник через десятилетия. Все эти новые сооружения сами станут памятниками истории культуры. Итак, карта перед вами. Давайте путешествовать.